лучше спать, нужно больше двигаться. Наконец, ученые с уверенностью ответили, какой он лучший компонент крепкого сна. И это физическая нагрузка. В особенности аэробные упражнения, такие как бег, плавание или езда на велосипеде. Но наша команда, в свою очередь, напоминает вам рецепт лучшего пробуждения. Чашечка вкусного кофе и просмотр «Студия 11». И, кстати, в этом суперполезном комбо лучше себя не ограничивать. О самых интересных темах первой части выпуска узнаем из анонса. Необнаруженное. В Национальном музее Коми открылась выставка, посвященная Дню политических репрессий. Багровое свечение неба. Какие они закаты в разных концах света. Иногда и солнце хочет уйти в тень. Вашему вниманию таймлапс солнечного затмения. Коми – край с богатой вековой историей. За 100 лет наш регион пережил немало славных и в то же время сложных периодов. Так, в 30-е и 50-е годы Коми был главным местом политических репрессий в стране. Ссылки и заключения здесь отбывали десятки тысяч наших соотечественников. Они строили северные города и поселки, прокладывали дороги, развивали промышленность, культуру и искусство. Ежегодно 30 октября по всей стране отдается дань памяти жертвам тех непростых лет. И в Национальном музее Коми по этому случаю откроют выставку «Необнаруженные». Экспозиции расскажут посетителям о жертвах репрессий и их наследии. Елена Красильникова подробнее. Мы застали момент рождения экспозиции. На столах и полу инструменты и множество мелочей, необходимых художнику. Деревянные конструкции еще только красят лаком, чтобы потом разместить на них фотографии и тексты. «Необнаруженные» – так называется выставка. По словам куратора Елены Морозовой, это и о музейных предметах, изъятых в 20-е, 50-е годы прошлого века. Вроде бы в книгах описи они есть, а на самом деле давно уничтожены. Но прежде всего необнаруженные – это о людях, которые создавали в Коми-крае областной музей и угодили под молот политических репрессий. Многие сотрудники музея, которые работали в музее в 20-30-е годы, появились здесь у нас не по своей воле. И дальнейшая их судьба неизвестна. То есть они опять остались для нас необнаруженными. А сколько еще музейных сотрудников, музейщиков нашей страны вообще отсутствует в списках? Значит, нам надо попытаться о них рассказать. Коллекцию должностных знаков середины 19-го, начала 20 веков музею передал один из его основателей Андрей Цембер, а описал студент-этнолингвист Оскар Визель из категории административно высланных. Она появилась в нашей стране в 1922 году. Высылки за пределы города, региона и даже страны подлежали оппозиционно настроенные советской власти представители интеллигенции, дворянства, духовенства, политических партий. Из административно высланных и художник Иосиф Аношко. Вот одна из его работ – портрет героини Коми-народа Домны Каликовой. Он попал в Сыктывкар в начале 30-х годов и даже получил разрешение в ОГПУ на выезд за пределы столицы Зырянского края, чтобы писать пейзажи для выставок в нашем музее. Итак, человек здесь работает, но поскольку, как я уже сказала, возраст у него был достаточно солидный, начинает хлопотать его дочь, говоря о том, что она бы хотела взять его на поруки. И в ОГПУ, по ее заявлению, начинает искать дело. А дела нет. Человек здесь приехал, человек находится в ссылке, а дело так и не пришло. Запросили Архангельское ОГПУ, и вот здесь как раз представлен целый ряд документов, как раз связанных с Архангельским ОГПУ. Идет переписка, а человек умирает. Эти предметы привез в музей Даниил Янович. В 20-е годы в должности ученого-секретаря Комитета содействия народностям северных окраин он отправился в экспедицию в Выжимский район и собрал богатую этнографическую коллекцию. Кроме того, именно он предложил создать при нашем краеведческом музее художественный отдел и сам позаботился о его формировании. В 30-е годы Янович был арестован дважды, умер в Карагандинском лагере в Казахстане. Среди документов на выставке можно будет познакомиться со следственными делами сотрудников музея.
Мы очень надеемся, что вот эти судьбы не только заинтересуют наших сыктывкарцев и жителей нашей республики, но еще и исследователей, и, возможно, они найдут и в Национальном архиве, и в научно-исследовательском центре МВД по Республике Коми те сведения, которые пока еще нами не обнаружены. Экспозиция «Необнаруженное» рассказывает о трагической судьбе 12 человек. По словам организаторов, посетители смогут не только больше узнать о тех, кто сохранил бесценные музейные коллекции, но и осмыслить сложные отношения власти и творческой интеллигенции в 20-50-е годы прошлого века. А сейчас немного попутешествуем. Да-да, не отходя от своих экранов. Команда Юргена заглянула в гости к Сергею Горбунову. Мужчина – путешественник со стажем. Любитель дальних маршрутов, красивых мест и, конечно, приключений. Из каждой своей поездки старался привозить не только сувениры на память, но еще и фотографии. Да не простые, а с переливами ярко-красного и желтого цветов. Речь о закатах. В какие места нашей необъятной планеты своими рассказами перенесет нас мужчина, узнаем из следующего интервью. Расскажите об этих закатах и рассветах. Это вот какая-то особенная коллекция. Ну, это же песня. И закаты, и рассветы. Ну, это все. Соловки. Это родная моя деревня Ип. О. Это Аляска, 2 солнца над заливом. Ага. Это берег Перу, такой очень интересный. Нил, ну, в общем, это Африка. Это Юготва очень много снимал там, да. В общем, прикольно. Да, это было такое, как бы, увлечение. Сейчас давно что-то уже... Ну, мне кажется, тут бы вся стена была. Да, старый уже стал, и уже не очень хочется уже этим заниматься. Это все попроще. С какой опыт путешествий? Вот сколько лет уже? И когда вы решили это начать? Ну, лет 20-то точно уже гуляю, хожу. По всему свету, да? Кручу планету. Ну, по всему свету, да. Стараюсь по всему свету быть и стараюсь быть по России очень много. А почему, откуда вообще появилось это желание путешествовать? Ну, нравится. Ну, нравится. Кому-то нравится там в огороде клубничку выращивать, да. Кому-то нравится, например, там в баню ходить. Там. А для меня мне нравится путешествовать. Ну, как путешествовать? Это не путешествие, это поездки, скорее всего, наверное. Один мой товарищ говорит, что я хожу в экспедиции. Его спрашивают, а что такое в экспедиции? Он говорит, я просто так привык, что я работал там в Академии наук, и поэтому поездка называется экспедиция. Да. Путешествие — это вот Васко де Гама, там, Магеллан, например, был. Федор Конюхов. Просто поездки, да. Захотел, поехал туда-сюда. Денег немножко подкопил, можно и туда подальше поехать. Так все. Как часто что-то привозите? С каждой поездки? Или... Раньше много привозил всяческой. Как-то поменьше. Ну, например, камень с желанного, например. Алмаз? Отломил. Нет, это кварц. Я вообще не разбираюсь. Это кварц такой. Алмаз, конечно, хорошо был. Алмаз вот такой. Вот здесь интересная стеночка. Но я так понимаю, это оно такое было или это собранная коллекция? Ну, собрано, да, из некоторых мест. Но в основном тут железо какое-то, вот железного такого плана. Из нежелезных вот только вот плетка, монгольская плетка, но это это семейная, так скажем. Семейный атрибут. Ты у чьей-то семьи, получается, забрали плетку. Да. Можно в дудочку подудеть, например, если есть какая-то самая... Вот картина там это такой прекрасный был художник Константин Иванов. Он работал на телевидении много. Вообще у него такая судьба была. Он был репрессирован, в Воркуте находился долгое время. И вот он завещал эту картину. Ну как, завещал просто, да? Которая над столом. Да, завещал моей жене Анжелике. И потом где-то год прошел с его смерти, или даже 2, и его сын, так скажем, нам принес вот эту картину. Она очень понравилась всем, и она такая
Это важная семейная ценность. Да, она очень с такой, с историей, с очень хорошей. Хорошего человека эта картина. Может, пару советов там, начинающим, молодым путешественникам, людям, которые, может, хотят, но еще не сделали этот шаг в сторону открытия мира? Это очень просто. Захотеть, на все наплевать, там какие-то какие-то тормоза, которые содержат тебя. Деньги не самое главное. Деньги это, в общем-то, второстепенная штука, потому что можно совершенно бюджетно ездить куда-нибудь. И решиться, и поехал, и полный вперед, и так всю жизнь. Недавно россияне наблюдали редкое и удивительное явление природы – солнечное затмение. 25 октября главное светило Вселенной частично скрылось под тенью Луны. Солнечное затмение можно было наблюдать в центральной части России вплоть до Красноярска. Интересный факт – затмение в природе стало возможным благодаря удачному стечению обстоятельств. Дело в том, что диаметр главного спутника Земли меньше в 400 раз, чем у Солнца, отчего кажется, будто он заслонит собой огненный шар просто не может. Однако в дело вступает расстояние. Луна к нашей планете находится в сотни раз ближе, чем Солнце, отчего разность в размерах и компенсируется. Жители Коми световое чудо без внимания фотокамер, конечно, не оставили. Таймлапс солнечного затмения зафиксировала сыктывкарка Анастасия Жукова. Впечатленные силой природы, мы завершаем первую часть нашей программы. Студия 11 вернется на экраны со свежей порцией интересных сюжетов уже очень скоро. Не переключайтесь. В эфире «Студия 11». Программа об интересном, важном и позитивном. Главные темы второй десятиминутки узнаем из анонса. Центр научной и культурной жизни нашего края. Национальной библиотеке Коми 185 лет. Это точно навредит вашей коже. Вредные привычки, от которых стоит избавиться. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Чем грозит необщение детей со старшими родственниками? С первых дней своего существования она была центром культурной и научной жизни Коми края. А само ее возникновение, цитата, «в отдаленной глуши Вологодской губернии, где прекращается почтовая дорога, из-за которой лежат непроезжаемые леса», с первых дней называли большим культурным событием. Речь о Национальной библиотеке Республики Коми. Главное книгохранилище региона было образовано в 1837 году. И сегодня ему исполняется уже 185 лет. О том, какие культурные и развлекательные события в честь большого юбилея будут проведены в библиотеке, расскажет заведующая отделом абонемента Маргарита Низовцева. Маргарита, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. И начнем, наверное, с праздничных событий. Что будет организовано в ближайшее время в честь 185-летия библиотеки? Различные праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, они у нас протянулись в течение всего года. То есть, начиная с января-февраля, библиотека уже организовала целый ряд мероприятий. Это и приезд в Национальную библиотеку федеральных крупных библиотек, то есть это Российская национальная библиотека к нам приезжала, Российская государственная библиотека приезжала библиотека иностранной литературы. Большим событием стала выставка-ярмарка «Алая лента», которая у нас прошла в рамках празднования юбилея республики. И вот в ноябре мы традиционно приступаем и подходим к таким достаточно крупным мероприятиям, которые каким-то образом завершает весь цикл юбилейных. Прежде всего, это 30 октября состоится праздник для читателей. Между собой мы его так называем мини-библионочь, но для читателей мы назвали так День рождения Ленинки, потому что все еще в широком кругу наших посетителей библиотека остается ленинской, несмотря на то, что сейчас уже у нее другое название. 185 лет – это на самом деле большая дата. История у библиотеки тоже, мягко
мягко скажем, не маленькая. Может быть, будут какие-то квизы, организованные в честь истории, то есть про историю, чтобы можно было рассказать Национальной библиотеке. Какие-то вот такие вот моменты. Да, действительно, будет целый ряд мероприятий. То есть с самого утра, с 11 часов мы ждем наших читателей. Будут организованы квесты, в том числе очень интересный у нас квест всегда проходит по книгохранению. То есть для тех, кто хочет заглянуть немножечко в такой внутренний мир библиотеки, узнать что-то, то, чего они не знают, приходя каждый день, то вот как раз квест, допустим, квест-конструктор «Стройка», он на это рассчитан. Также у нас будут викторины, мастер-классы, различные выставки, в том числе широкая выставка новинок. Вообще такая концепция родилась интересная, так как библиотека у нас очень красивая. Сейчас она после капитального ремонта, вообще залы все обновленные, но в то же время она сохранила свой облик как памятника культуры. И концепция «Дом с колоннами», вот она легла как раз в основу этого праздника. И различные мероприятия у нас расположены по таким импровизированным локациям. Мы провели аналогию с богатым купеческим домом. То есть у нас будут покои, будет оранжерея, будет личный кабинет. Это игра по станциям? Да, вот, да, разные локации будут. И в каждом из этих помещений будет организован такой культурно-развлекательный какой-то досуг. В библиотеке есть немало книг, с которыми познакомиться очень непросто. Это книги старые, раритетные какие-то. Знаю, что в рамках празднования Дня рождения Национальной библиотеки это сделать будет можно. Да, действительно. Одна из локаций, это лавка древности, так мы ее назвали, она как раз будет знакомить читателя с редкими, очень ценными, старыми изданиями. Вот как раз на эту площадку тоже нужно будет записаться, чтобы посмотреть и перелистнуть страницы старых редких книг. Но такая возможность тоже будет. Те, кто любят ходить в библиотеку, это еще один повод насладиться изданием и книгами, которые в этом здании есть. А для тех, кто в библиотеке ни разу не был, это вот сходить нужно для того, чтобы поближе познакомиться с главным книгохранилищем нашей республики. Вход, как я понимаю, на все мероприятия свободный. Да, вход у нас свободный, все бесплатно проводится. Единственное, что некоторые мероприятия проводятся по записи, потому что, допустим, на квест, чтобы пройти на квест, нужно записаться, собрать команду. Это очень важный момент. Телефоны вы сейчас, по которым можно записаться на квест, видите на экране, поэтому звоните и знакомьтесь с библиотекой, которая, напомню, 185 лет в этом году исполняется, еще ближе. Многие замечают, как ежедневными привычками вредят самому большому и эстетичному органу своего тела – коже. За ее состоянием, особенно в зоне лица, мы следим тщательно. Чтобы молодость и красота наших покровов сохранялась как можно дольше, косметологи в первую очередь советуют не спать на боку. Из-за этого начинают формироваться морщины на той стороне лица и шеи, на которой вы спите. Лучше всего спать на спине, а если на боку, то менять позу. Вторая плохая привычка, по словам специалиста, не следить за гигиеной телефона. Его поверхность сплошь усеяна бактериями. Также важно не реже 2 раз в неделю менять наволочки на подушке. Ну и третья привычка – долгое мытье в ванне или под душем. Горячая вода сушит кожу, а вот контрастный душ пойдет ей на пользу за счет улучшения кровообращения. Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек, так что смело надевайте красную шапочку и несите своим старшим родственникам румяные пирожки. Пусть они на себе прочувствуют заботу, ласку и неизменное желание порадовать чем-то вкусненьким. Интересно, а какую роль бабушки и дедушки играют в жизни детей? Ответ на этот вопрос узнала моя коллега Евгения Розова. День бабушек и дедушек отмечают в 30 странах мира. Дата празднования в нашей стране, 28 октября, выбрана не случайно. Именно в конце 2-го осеннего месяца у древних славян отмечались осенние деды. Праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения. Бабушки и дедушки – это те люди, которые готовы закормить пирожками и пельмешками, выслушать все истории про друзей и врагов, восхититься самой неудачной прической и непременно собрать на дорожку чемодан с едой.
водой. Сколько мир придумал милых анекдотов и мемов про наших старших родственников. Преданность, безусловная любовь, забота и поддержка бабушек и дедушек бесценны. Подтверждение тому – лица наших земляков, которые смягчались и озарялись улыбкой после вопроса, какую роль сыграли в вашей жизни бабушки и дедушки. Практически главную, больше, чем родители. Потому что все детство в деревне, супер детство, считаю, у меня было, потому что лес, рыбалка, вот, ягоды, грибы, сенокос, вот что я с тех времен советских, так сказать, детства мое. Очень большая роль в моей жизни, воспитание, доброта, любовь. Я все детство проводила с ними. Вообще учили, воспитывали. Дедушка меня воспитывал до 18 лет. Я росла без родителей, и самую главную роль отца и мамы. Дедушку я, к сожалению, не застала в живых, а вот бабушка, да. Бабушка была человек очень интересный, много знающий, меня воспитывала вместе с мамой. Да. Она жила в Сыктывкаре с очень-очень ранних, наверное, с 30-х годов, очень много знала о городе. Интересный человек был. К сожалению, мои бабушки и дедушки очень рано ушли из жизни, поскольку это было военное поколение. Дедушка у меня вообще умер в 54 года. Много было фронтовых ран. Вот, но я их всегда помню, вспоминаю. Потому что это были очень светлые люди. Бессменная ведущая прогноза погоды на Юргане Евгения Лебедева – бабушка двух очаровательных мальчишек – Саши и Леши. Говорит, на себе испытала правдивость наблюдения, что внуков бабушки любят иначе, чем детей. Да, это правда. Я не знаю, какая тут химия работает, но действительно к внукам какое-то иное отношение. Может быть, мы потому что становимся взрослее, может быть, поэтому причина. И как-то их хочется прям еще в 1000 раз больше любить, чем своих детей. Себя Евгения Лебедева называет бабушкой без возраста. Внуки растут энергичные и любознательные и очень любят брать в свою компанию веселую и современную бабушку Женю. Вместе мы любим играть в подвижные игры. Это прятки, догонялки мальчишки любят. Потом любим очень мастерить что-то, особенно со старшим внуком Александром. Он любит лепить из пластилина, какие-то поделки очень любим, аппликации делать. То, что мы чувствуем интуитивно, уже подтвердили ученые. Бабушки, дедушки и их внуки очень нужны друг другу. Исследования показали, что дети, в жизни которых есть старшие родственники, лучше справляются с травматическим жизненным опытом. Бабушка и дедушка могут обеспечить внукам чувство безопасности, которое помогает пройти через все сложности. А рассказы бабушки о том, какими были мама или папа ребенка в его возрасте и с какими проблемами сталкивались, помогают детям пережить их собственные невзгоды. Кроме того, близкая связь с бабушкой и дедушкой учит детей спокойнее относиться к другим пожилым людям. Еще один важный момент – взаимное обучение новому и нужному. Внуки знакомят старших родственников с гаджетами и современными девайсами, а бабушки и дедушки делятся жизненным опытом и дают ценные советы. Недавно проведенные наблюдения показали также, что общение разных поколений защищает обе стороны от депрессии. А еще исследователи выяснили, что уход за внуками продлевает жизнь пожилых людей в среднем на 5 лет. Даже с научной точки зрения связь поколений – явление беспроигрышное. Так что смело доверяйте своих детей бабушкам и дедушкам. У меня, к сожалению, сейчас только одна бабушка, она до сих пор нас радует, нянчится уже с правнуком. Нам, бедных, тяжело. Они помогают нам с детьми заниматься, хозяйством заниматься, учат нас чему-то полезному, что-то необходимому. Ну и мы за ними должны также ухаживать и любить их, помнить о них. Жители дикой природы то и дело удивляют нас забавными сюжетами из своей жизни. Запечатлеть недовольное лицо шимпанзе, спор двух кенгуру или милые нежные объятия обезьян удается немногим. Лишь только ловкие фотографы вовремя успевают нажать на кнопку своего аппарата. Вашему вниманию самые смешные снимки животных, отснятых в этом году.
На этом у нас все. Пятничный заряд положительных эмоций от студии 11 полностью передан вам. Наша команда желает вам отличного продолжения дня и классных выходных. Будьте счастливы. Пока-пока.